Прокуратура Ядринского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту истязания малолетнего. Установлено, что 29-летний житель города Ядрин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 117 УК РФ. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый в декабре 2020 года, находясь в состоянии опьянения, испытывая неприязненные чувства к своей 7-летней дочери, неоднократно наносил ей удары руками и ремнем по ногам и иным частям тела, причиняя ей физическую боль и моральные страдания. В настоящее время потерпевшая с матерью проживают отдельно. Предварительное следствие по делу проводится СУ СКР по Чувашии. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ядринского района. По требованию прокуратуры суд обязал администрацию города Новочебоксарска обустроить городской зоопарк в соответствии с установленными требованиями. Прокуратурой города Новочебоксарска в ходе проведения проверки зоопарка, расположенного на территории Ельниковской рощи, выявлено ряд нарушений требований действующего законодательства, регулирующего использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание. В этой связи прокуратурой города в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации города-спутника произвести ряд работ для проведения территории зоопарка в соответствии с нормами законодательства. Решением Новочебоксарского городского суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В соответствии с судебным решением администрация города Новочебоксарска обязана обеспечить наличие санитарно-карантинной зоны для животных зоопарка, установить ограждение у вольеров животных, угрожающих здоровью и жизни людей, обеспечить хищных животных 2 укрытиями, обустроить в вольере с медведем бассейн с водой, обеспечить площадки уличных вольеров убежищами и ветрозащитными стенками на зимний период, увеличить размеры вольеров животных до требований, установленных законодательством, оборудовать вольеры всех животных перегонными вольерами, обеспечить твердое покрытие пешеходных дорожек, наличие входной группы, обеспечить складирование отходов производства с учетом санитарных требований. Решение суда в законную силу в настоящее время не вступило. Прокуратура города Новочебоксарска направлена в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии, получившего взятку за пронос на территории исправительного учреждения мобильного телефона. Прокуратурой города Новочебоксарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии номер 3 УЭФСИН по Чувашской республике. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 290 УК РФ и частью 1 статьей 286 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2020 года осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении, путем перевода на расчетный счет электронного кошелька перечислил сотруднику колонии денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей за пронос на территорию колонии сотового телефона. В последующем сотрудник колонии приобрел мобильный телефон и в нарушении должностной инструкции и установленных правил внутреннего распорядка исправительных учреждений пронес его на режимный объект и передал его осужденному. Предварительное следствие по делу проведено СУ СКР по Чувашии. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения его по существу. В прокуратуре Чувашской республики состоялся финальный этап ежегодного конкурса на звание «Лучший государственный обвинитель» по итогам 2020 года. Основными целями и задачами конкурса, ежегодно проводимого в конференц-зале прокуратуры республики с приглашением молодых сотрудников, являются совершенствование профессионального мастерства государственных обвинителей, раскрытие их творческого потенциала, распространение положительного опыта и повышение престижа профессии государственного обвинителя. К участию в финальном этапе конкурса было допущено 7 сотрудников городских и районных прокуратур республики, чьи конкурсные речи, прозвучавшие в рассмотренных с их участием уголовных делах конкурсной комиссии, были признаны наиболее яркими и достойными финала. Конкурсную комиссию возглавил заместитель прокурора республики Александр Кондратьев. Финальная стадия конкурса включала в себе решение практических задач и выступление с обвинительной речью. По итогам конкурса лучшим государственным обвинителем года признана помощник прокурора города Новочебоксарска Ульяна Воеводина. 2 и 3 места присуждены прокурору отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики Евгению Николаеву и помощнику Канашского межрайонного прокурора Игорю Лушникову. В Канашском районе вынесен приговор социальному работнику, эффективно осуществляющему свои должностные обязанности. Канашским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Канашского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 159 УК РФ. Судом установлено, что подсудимая является социальным работником отделения социального обслуживания на дому БУ «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения» путем обмана и злоупотребления доверием получила у лица, получающего социальные услуги, без ее ведома документы, на основании которых в июне 2016 года оформила ее в качестве
получателя социальных услуг на дому. Фактически каких-либо социальных услуг указанному лицу она не оказывала, незаконно получая предусмотренные законом денежные средства. Всего ею было незаконно получено более 53 тысяч рублей. Суд с учетом мнения государственного обвинения признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Отмечаем, что осужденная не освобождена от обязанности возврата незаконно полученных денежных средств. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читала Марина Егорова.